Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Сегодня наша телепередача будет посвящена памяти поколений. В историческом парке «Россия. Моя история» прошла акция «Живая память благодарных поколений», которая объединяет нас в благодарности поколению, победившему в Великой Отечественной войне. В преддверии 80-летия Великой Победы в Москве в Парке Победы установят памятный знак, сделанный из сплавов, в составе которых будут монеты, собранные людьми по всей стране и за ее пределами. Каждый, кто принесет хотя бы одну монету советских времен, оставит свой след в истории. Это как символ нашего единения и сопричастности к той общей истории, которой мы гордимся и которой должны чтить. Суть акции состоит в том, чтобы объединиться, чтобы те вот эти монеты советской чеканки, которые, может быть, хранятся у каждого в семье, где-то в каких-то шкатулках, принести в эту общую колбу для того, чтобы из этих монет был отлит памятник, символ нашей общей истории, уважения вот к этой истории. Сегодня в этой акции принимает участие уже более 52 регионов нашей страны и Республики Беларусь. Собрано около 260 тысяч этих монет советской чеканки. И сегодня семьи, молодое поколение, наше старшее поколение очень активно по всей стране участвует в этой акции. Я дарю старт сегодня этой акции и приглашаю всех, кто здесь присутствует, внести наши монеты советской чеканки вот в установленную урну для сбора таких монет и оставить запись о себе в этом журнале. И мы в апреле месяце соберем, подведем итоги и передадим организаторам этой федеральной акции и монеты, и данные о тех, кто принял участие в этой акции. Присоединяйтесь к акции «Живая память поколений» в историческом парке «Россия. Моя история». Память поколений должна быть не ритуальной. Память поколений должна быть реальной. Наша телепередача и программа уже много лет занимается сквером «Память поколений» Новгородовский погост. И вот в этом году, благодаря главе городского округа города Якутск Евгению Николаевичу Григорьеву и народному бюджету города Якутска, мы практически завершаем основную часть сквера «Память поколений» Новгородовский погост. На территории сквера «Память поколений» Новгородовский погост проведено много исследовательских работ. От изучения истории в Национальном архиве Республики Саха-Якутия до археологических раскопок. Проведено геофизическое исследование, согласно которой около 180 захоронений расположены на этой территории. Здесь похоронены люди, которые прошли гражданскую, Великую Отечественную войну, которые восстанавливали нашу Родину после войны. Немного расскажем о людях, которые похоронены на территории сквера «Память поколений». Практически все фамилии, представленные в сквере «Память поколений» Новгородовский погост, присутствуют на мемориальном комплексе столицы Якутии солдат Туймады. Лукин Петр Михайлович родился в 1922 году в селе Магарас Горного района Якутии. Петр Михайлович был профессиональным охотником и был призван в армию в 1943 году. Он воевал в разведке и был ранен.
После госпиталя попал в роту охраны железнодорожного транспорта, где сопровождал и охранял военные грузы. Участвовал в войне с Японией. Вернувшись в Якутск летом 1946 года, он работал в отделении перевозки 139-го объединенного авиаотряда. Петр был женат на Нине Яковлевой. Всю жизнь прожили на Белом озере города Якутска. Рядом с Петром Лукиным захоронена Екатерина Николаевна Лукина, жена брата, умершей в 1947 году от тяжелой болезни. Старший брат, Михаил Михайлович Лукин, пал смертью храбрых в 1944 году в Севастополе в боях за Балаклаву. Посмертно награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, захоронен в братской могиле в Крыму. У нас в Хатунурях усадьба своя. Отец построил в 1936 году юрту якутскую и рубленый дом. Его забрали на войну 10 августа 1941 года. Отца моего. Я как раз родилась в этот день. Она даже... А я дочь. И вы тогда родились именно в этот Да, да, в да. этот день. Сестра же. Мне 6 лет было, когда мама-то умерла, вот Екатерина Николаевна. Она еще в роддоме была, когда отца на пароход посадили. А почему говорят, что он так и не узнал, что у него дочь родилась? Потому что тот день они на пароходе их повезли. В ходе исследовательской работы на территории сквера «Память поколений» Новгородовский погост было обнаружено захоронение среднего брата Петра Лукина, Марата. Марат Михайлович Лукин, охотник колхоза «Новый путь» Хатан-Юряхского наслега города Якутска, в ходе тяжелой болезни умер в 1943 году. Я хотел бы остановиться на том, что кто участвует в этих работах. Большую благодарность приношу Народному фронту Республики Саха-Якутия. И рядом со мной находится руководитель Народного фронта Дмитрий Паньков. Дмитрий, здравствуйте. Приветствую, Олег. Вот, Дмитрий, вы давно следите за этим сквером, да? Он построил, так скажем, строится благодаря усилиям депутатов городской думы, а теперь и вас, как депутата Тултумена. На самом деле работа ведется давно, по различным причинам она продолжалась, останавливалась, но тем не менее, насколько это важно, как вы считаете, наверное, для города больше всего? Дело в том, что данный сквер расположен действительно на старом кладбище. Не зря он называется «Память поколений». Почему? Потому что мы должны знать свою историю. Да? Мы же знаем прекрасно, что в непростое время живем, в условиях СВО, где нам фактически Запад навязывает историю, которой не было на самом деле. И молодые люди-то этого не понимают же. И, естественно, мы в этом ключе работу ведем. И вот такие мероприятия, создание этих скверов, это одно из тому доказательств, что эта работа правильная. Что вот я от вас многое узнал. В этом районе сам прожил фактически всю жизнь. И вот это все история не просто города. Это, в принципе, история целого поколения людей. Для района это очень хорошо, для города это очень хорошо. И ваш пример, пример объединения людей для создания общественного пространства, это показательный пример. Это так должно быть. И мы знаем прекрасно, что у нас есть много заброшенных захоронений, не только в Якутске, и в окрестностях. И вот это все действительно нужно приводить в соответствие на самом деле. Здесь осталась одна последняя плита того столетия. К сожалению, ее разгромили, разбили. Я ее собрал и установил здесь, прямо у памятного креста, который мы сегодня восстановили. Это тоже новгородовы прошлого столетия, а может быть больше, да, и, к сожалению, надписи не сохранились. Примерный текст. Но мне понравилось, когда мы с археологами открывали, заметили, вот здесь написано, «Я буду с тобой». Вот удивило просто. По большому счету памятники, их нужно сохранить, их нужно определить, кому принадлежат. Пусть хотя бы братские делать, да, типа могилы, вот так же устанавливать крест, прописывать, кто захоронен, хотя бы в примерной местности. Потому что мы иначе теряем, опять же, ту связь поколений.
почему и называется сквер, да, память поколений, чтобы вот не забывали, какие поколения проживали в Якутии. Я хотел бы представить людей, которые сегодня помогают мне, так скажем, в восстановлении сквера, в строительстве сквера. Это ребята, которые прошли СВО. Ну, для нас, тех, кто был под Бахмутом, под Солидаром, память поколений имеет, ну, скажем, такую реальную основу. И мы никогда не должны забывать ни своих павших, ни предков, никого. Пока мы о них помним, они живут. И дед у меня, все воевали тоже, родственники. Как бы уважение проявляю, неважно. Также и со мной ребята были. Тоже так же, совесть есть, я иду, помогаю. Как бы надо сделать, да? Чтобы у нас память. сквер был, да, память, чтобы какая-то была. И чтобы о нас помнили, тоже так же уважали люди. Да, это так. И виду так он как бы проще, но опять же что-нибудь, когда делаем, мы пытаемся вспоминать прошлое и как бы вот соприкосновение, чтобы с нынешним поколением и прошлым, чтобы было такое. Ну, пытаемся этот образ делать в этом сквере. Я хотел бы сказать, многие вот здесь стоящие люди, многие могут подтвердить, что сакральность даже на войне, в Бога поверишь, да? Все они живы благодаря Богу, я правильно говорю? На фронте атеистов нет, да. И здесь я могу одну вещь сказать, только вы удивитесь. Когда я расчищал кладбище под сквер, улетели птицы. Мы их никогда не видели, похожие на сову, но это не сова. Они улетели, при этом издав какой-то такой положительный гул. Потом, когда я положил вон ту древнюю плиту, после этого неожиданно появилась гроза. Сегодня знаменательный день, мы поставили крест. Но сам факт, что память поколений – это не ритуальное место. Сам факт того, что ты там пришел на площадь, положил цветочек, это да, нужно делать. Но многие забывают, что вот старые погосты, старые захоронения, и, может быть, старые памятные места, они имеют сакральное содержание. И когда люди делают хотя бы на нашем примере вот такой сквер, то обязательно идет отзыв оттуда. Я так это называю. И считаю, что наше дело правое, и победа будет за нами. Но я считаю, что нам помогает и Бог, когда мы строим такие скверы. Мы победим! Работа по созданию сквера «Память поколения. Новгородский погост» продолжается. Мы благодарим всех, кто участвует в этой работе. С вами был журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия».